Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью» в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Международный день борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом или Всемирный день борьбы с наркотиками отмечается ежегодно 26 июня. Какова ситуация с наркозависимостью в нашей республике и как проводится профилактика пагубной зависимости? Об этом мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Семен Большаков, заместитель главного врача Якутского республиканского наркологического диспансера. Семен Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с общей ситуации. Как выглядит ситуация в республике с наркозависимостью? По данным медицинских организаций, на конец 2023 года на территории республики зарегистрировано более 1600 наркопотребителей. Если сравнивать с прошлым годом, то их было 1500 с небольшим. Кроме того, увеличилось количество впервые обратившихся за наркологической помощью по поводу наркомании на 24%. Повышение выявляемости также связано с активной работой МВД, Управления наркоконтроля. Лица, увлеченные в потреблении наркотических средств, судом возлагаются пройти обследование и лечение в наркологическом диспансере. Если сравнивать в целом по России, то наш регион по уровню наркомании на 38% меньше, чем в целом по России. Но, тем не менее, можно ли говорить о том, что повышается уровень наркомании среди молодежи в республике? Если да, то с чем это связано, как вы считаете? Действительно, наркомания, она очень распространена среди молодого населения в возрасте от 20 до 40 лет. Это такой возраст, когда люди начинают жить самостоятельно, появляются деньги, многое зависит от круга общения. Люди в молодом возрасте часто подвергаются негативному влиянию общества. Также могут для себя что-то попробовать новое и так далее. Если говорить в целом, то все-таки есть ли он какой-то портрет среднестатистического наркомана Якутии? Возраст, пол, социальное положение, что встречается чаще? Как и было сказано только что, средний возраст наркоманов от 20 до 35 лет. Чаще, конечно, употребляет мужчина, но количество женщин также растет из года в год. Если судить по социальному статусу, это могут быть как и материально обеспеченные люди, и могут даже занимать очень хорошие должности, так и совсем с низким социальным статусом. Поэтому никто не застрахован стать наркоманом. Но профилактика здесь, мне кажется, играет очень важную роль. Скажите, пожалуйста, новые вещества, не секрет, что они появляются довольно-таки часто, и можно ли утверждать, что каждое новое вещество, которое появляется на черном рынке наркотиков, страшнее предыдущего? Да, в данное время наркодилеры, не стоят на месте, постоянно появляются новые виды синтетических наркотиков, которые могут вызвать очень быстрое привыкание и зависимость. Угу. А скажите, по каким признакам можно определить, что человек стал наркозависим? Часто бывает так, что у человека начинает меняться поведение. Резко меняется круг интересов, появляются какие-то новые подозрительные знакомые. Человек может стать легко раздражаемым, грубым, без причины может меняться настроение. От эйфории до злости. Могут испытывать нарушение сна и аппетита. Также могут стать чрезмерно активными, деятельными и так далее. Физические признаки это самые простые, это как сужение или расширение зрачков, медленная невнятная речь. Будут признаки опьянения без запаха алкоголя. Также люди становятся лживыми. Часто, чтобы купить наркотики, они могут набрать кредитов, долгов и также могут начать продавать вещи из дома. Наркоманы редко доживают до 30. Так ли это? Да, любой человек, употребляя наркотики, наносит огромный вред своему организму. Появляется множество хронических заболеваний. Если начинают употреблять в молодом возрасте, то, конечно, риск умереть до 30 лет у него будет очень высокий. К тому же во время острой интоксикации или ломки могут возникнуть острые психозы, что может привести к разным несчастным случаям. Человек в состоянии психоза может совершить тяжкое преступление, либо сам стать объектом преступления. Также у наркомана повышается толерантность, то есть устойчивость к употреблению наркотиков, что грозит передозировкой со смертельным исходом. А правда ли, что часто люди оказываются в ситуации, что подсаживаются на наркотики уже с самой первой пробы, с первой дозы? Да, такая тенденция в данное время имеется, так как все синтетические наркотики мгновенно вмешиваются в обменные процессы организма и вызывают непреодолимую зависимость от них, и могут привести к быстрой деградации личности. Возникает высокий риск необратимых последствий для организма, вплоть до летального случая.
Ну, а вот расскажите, как сейчас в республике выглядит ситуация с методами лечения и реабилитации наркозависимых, развивается ли она, ну, в частности, на примере вашего диспансера? Ну, наш наркологический диспансер оказывает именно специализированную наркологическую помощь. Мы работаем согласно утвержденным стандартам и клиническим рекомендациям, разработанным. Помимо этого, мы внедряем современные методы лечения, такие как, например, ксенонотерапия, совсем недавно введенный. Это ингаляционная терапия смеси благородного газа ксенона и кислорода. Физиолечение, такие как электросон, транскранио, трансаир, помогает нормализовать эмоциональное состояние, сон, снять тревогу, стресс, восстанавливает работу центральной нервной системы. Также мы постоянно повышаем квалификацию наших врачей и психологов, ведь в настоящее время психотерапия и психологическая помощь являются одной из приоритетных направлений в лечении и реабилитации наркозависимых лиц. Ну, не секрет, что зачастую зависимые люди никогда не признают себя наркоманами, считают, что в любой момент могут прекратить это пагубное занятие и не осознают в полной мере опасности своего состояния. Как помочь этому человеку? Да, многие наркоманы, они до последнего отрицают свою зависимость. Даже те, кто недавно перенесли психозы, считают, что в любой момент могут отказаться от употребления наркотиков. Но это не так. Поэтому, если наркоман попал в наркологию, мы с ним проводим комплексную работу. С ним работают наши психологи на осознании болезни. Это очень длительный процесс, который может занимать до 3 месяцев. Далее, когда человек принимает свою болезнь, он переходит на следующий этап реабилитации, включающий в себя самоанализ, анализ всей своей жизни, признание вины, морально готовится к переменам, осознание того, что ему требуется помощь и так далее. На базе ЕРНД, помимо поликлиники и стационара, имеется отделение амбулаторной и круглосуточной реабилитации. Также мы тесно работаем с отделениями ресоциализации, такими как «Алмаз», послелечебными учреждениями, общество анонимных алкоголиков, общество анонимных наркоманов, центрами соцзащиты, центрами занятости. Ну и вот в продолжении темы, если все-таки люди начинают понимать необходимость обратиться за помощью, но не знают, с чего начать, вкратце, какой план действий, какие шаги предпринимать, в какой последовательности, самое главное. Да, ну, конечно, самое главное зависит именно от осознания и желания человека. Если у человека все-таки появляется желание пролечиться или же хотя бы просто для начала получить консультацию, всегда могут обратиться в наш диспансер за консультацией к врачу-наркологу. В том числе мы оказываем анонимную помощь. Наш адрес поликлинического отделения – это проспект Михаила Николаева, дом 38. Также у нас работает круглосуточно, без выходных, телефон доверия 8 924 591 10 20, по которому могут получить консультацию как сами пациенты, так и их близкие. Ну и сегодня уже звучало слово профилактика. Расскажите, пожалуйста, какие профилактические работы проводятся Якутским наркологическим диспансером в отношении профилактики употребления наркотиков? Да, по данной теме, конечно, я считаю тоже, да, как бы и многие другие как бы, медицинские организации, что профилактика должна быть одной из наших приоритетных задач, потому что болезнь все-таки легче предупредить, чем потом ее лечить. И поэтому профилактическая работа среди населения широко проводится Якутским наркологическим диспансером совместно со средствами массовой информации. Мы проводим антинаркотические пропаганды. В первую очередь они направлены на аудиторию, то есть несовершеннолетних подростков и их родителей. Проводятся различные также лекции, беседы, вот, различные публикации в СМИ. Все это мы проводим ежегодно и с каждым годом наращиваем вот эту работу. Также в целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях ежегодно проводятся медицинские осмотры врачом, психиатром, наркологом с проведением экспресс-тестов на наличие наркотиков в организме. В медицинских организациях первичного звена здравоохранения по всей республике также проводятся тест-скрининги по раннему выявлению наркологических расстройств среди своего прикрепленного населения. Ну, например, это DAST-скрининг, это тест на злоупотребление наркотиками. Ну, а вот именно встречи с людьми по профилактике употребления наркотических веществ, у кого вызывают больше интереса, есть ли какая-то такая информация? То есть это школьники, студенты, взрослые люди, кому эта тема, скажем так, более интересна, и они
в большей мере, чем другие, осознают всю важность и необходимость профилактики. Да, такой. но тут очень многое зависит именно от того, как и каким образом как бы преподносится материал. Я сам непосредственно тоже участвую в данных мероприятиях, часто выезжаю и в школы, и в районы республики, да, совместно с Центром профилактики мы выезжаем также в образовательные учреждения. Могу сказать одно, что интерес среди слушателей, это в том числе и у учащихся, и у подростков, и родителей их, очень такой как бы хороший, задают много вопросов в плане того, что люди интересуются и действительно понимают, осознают свой вред вот этих вот наркотиков, алкоголя и так далее. Поэтому вот эта работа должна и дальше проводиться. Ну, не секрет, что наркотики, как и, в принципе, алкоголь, отравляющие вещества, безусловно, действуют, в принципе, на людей по-разному. И бытует мнение, что, связанное с алкоголем, по крайней мере, что коренным народам нашей республики категорически противопоказано, потому что, неустойчивый организм. Есть ли про наркотики такая же какая-то статистика, информация, что вот именно коренные жители нашей республики более, скажем, тяжело переносят их употребление? Да, безусловно, уже ранее были проведены научные какие-то исследования, да, уже давно доказано, что наше местное население республики, коренные жители Якутии плохо переносят вообще алкоголь, быстрее подвержены возникновению зависимости, абстинентных состояний и так далее, из-за отсутствия определенных ферментов в организме. Но что касается наркотиков, то данные исследования все же проводятся. Конечно, вред для наркотиков, он однозначно для всех, не только для нашего населения, но и для всех. Поэтому тут судить уже от того, насколько быстро у человека произойдет деградация, от национального признака, я думаю, не зависит. Потому что есть очень сильные синтетические наркотики, которые буквально 1-2 раза попробовал, и человека уже не узнать. Психика у него настолько будет измененной, что дальше с ним очень длительно надо проводить именно реабилитацию. Семен Александрович, и я больше чем уверен, что, пользуясь случаем тем, что вы сейчас пришли к нам в студию и нас смотрит вся республика, у вас есть желание и возможность обратиться к нашим телезрителям накануне этого замечательного дня, Всемирного дня борьбы с наркотиком. Пользуясь случаем, обращаясь ко всем жителям нашей республики, хочу сказать одно, что надо вести здоровый образ жизни, так как люди, ведущие активный здоровый образ жизни, гораздо меньше подвержены каким-то хроническим заболеваниям, чем люди, которые имеют какие-то вредные привычки. Ведь самое главное, что есть у человека, это его здоровье. Здоровье как физическое, так и психическое. Нужно больше проводить время с семьей, больше проводить времени во время активного отдыха, заниматься спортом. Когда человек получает от жизни удовольствие, развивается, к чему-то хорошему стремится, отдыхает активным образом, у него уже остается меньше времени на какие-то другие вредные привычки. И человек становится сильнее и морально, и духовно, и уже меньше будет подвержен негативному влиянию. Ну что ж, Семен Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Удачи вам в вашей, безусловно, очень важной работе, в том числе и с профилактикой. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Напомню, нашим гостем в студии был Семен Большаков, заместитель главного врача Якутского республиканского наркологического диспансера. На этом я с вами прощаюсь.